Здравствуйте. Здравствуй, Ашур! Здорово, Тимур! Дядя Шур едет, смотри! Дядя Шур, здравствуй! Здравствуйте! Здравствуйте, ребят. Приветствую, Ашур. Привет на широка. Здравствуй, Ашур. Значит, вернулся. Как я понял, ты собираешься взять в жены мою единственную дочь. Да, Киматака. Вы же знаете. Я люблю ее. Ну, это ты мог бы и не говорить, все это давно знают, верно, учитель? Это так. А мне нравится этот парень. Он чем-то напоминает меня в молодости. Похож, Соглашайся. похож. Соглашайся. Верно. Завгар очень хвалил его. И я слышал. Вы думаете? Конечно. Ну? Ну так как же? Что ж, я согласен. Молодец. И я в молодости все решал сразу и долго не раздумывал. Спасибо. Ты вот что мне скажи. Дом у тебя и есть? Есть. Я живу в доме своего отца. Вы послушайте, что говорит этот парень, учитель. Смешно. Вам нужен собственный дом? Да, конечно. Да и о свадьбе еще нужно. Ну что же, он поговорить. прав. И это еще не все. Родственникам, гостям, друзьям, всем нужно сделать Я подарки. думаю, молодому человеку это известно. Да и нам со старухой кое-что положено, ведь мы ее растили, воспитывали столько Ну, лет. Это разумеется, древний и обычай. нарушать его грех. А ну-ка скажи, сынок, сколько у тебя есть денег? Да. У меня? Сколько денег? Говори, мальчик, здесь все свои. Выкладывай, тут стесняться нечего. Какие у вас могут быть деньги? Не понимаю. Как же ты собираешься жениться, не имея за душой ни копейки? Ну, что вы на это скажете, Ты друзья не мои? волнуйся, не волнуйся. Захочет жениться, найдет меня. Вы думаете? А может, и не найдет. У меня в молодости Ну, был такой помолчи, случай. ну дай послушать умного человека. А знаете, мой племянник Халил, когда ему потребовались деньги, уехал далеко на север. Он только недавно оттуда вернулся. И что бы вы думали? Так много денег заработал. Дом себе построил. Машину купил и только тогда женился. И такую красавицу в жены взял. Ты что, с ума сошел? У меня голова не каменная. Все равно моя жена красивее. Я в Помолчи молодости немного. разбирался Я в это уже девушках. слышал 20 тысяч раз. Но ваш Халил 6 лет там пробыл. Ну и что ж такого? Были бы деньги, а невеста тебя подождет. Ты твердо решил поехать, Ашур? Поеду. Дал бы Бог дожить до твоего возвращения. Сколько лет, Ашур, ты не был дома?
Год 4, я думаю. 3 и 8 месяцев. Денег накопил. Хватит заплатить за все? Хватит. Хасият тебе писала? Писала. Каждый день. Неужели каждый день? И ты отвечал ей? Конечно. Каждый день отвечал. Удивительно, откуда у человека только слова берутся. Если можно, вот такие. Будут такие. А ты возмужал. Лучше скажи, постарел. Я слышал, там холодно. Это правда? Правда. Сильные морозы. Резина крошится, как хлеб. Ты все время на машине работал? 2 последних года на машине. А до этого что только не приходилось. Это очень современно. Спасибо. Пожалуйста. Ты, конечно, домой торопишься. Сам понимаешь. Все, будь здоровы. Садись. Ну, идем еще погуляем. Скажите, пожалуйста. Слушай, друг, у тебя закурить не найдется? С удовольствием. Но я не курю. Да ты брось прикидываться. Ну чего стоишь? Проверь карманы. А ты чемодан прихвати. Пошли. Почему ты не хочешь уехать? Твой отец переживет этот позор. Хасият, убежим отсюда. Нет, я его уже не найду. Будешь искать? Найдешь.
Эй, ты, послушай, спички есть? Сейчас. А, вот они. Ты чего на меня уставился? Вот мы и встретились. А где тот, второй, что меня сзади ударил? Говори, с кем был гад. Да никого я не знаю. Я то удавлюсь. Говори. Я все скажу. Ты что, с ума сошел? Да я его совсем не знаю. Он с поезда. Подходит и говорит, давай сработаем. Но я и увидел тебя. Ты что-то покупал, вытащил много денег. Я ему тебя и показал. Он говорит, останови его. Я и остановил. Но я же тебя не бил и денег не брал. Где он? Откуда мне знать? Его кличка Бугор. Бугор? Он мне обещал половину. Отдал только червонец. Задушу, если не найдешь. Вон, видите беленькие домики? Там все геологические экспедиции собираются. А вам, ребята, кто нужен? Сами найдем. Если его и здесь нет, значит, ты все наврал. Да не вру я. Только, может, он уже уехал. А вдруг он меня узнает? Нет, он сзади бил, лица не видел. Ты что? Вон он, стоит там на пароме. Какой? Покажи. Если покажу, отпустишь? Нет. Без тебя он денег не отдаст. Так он нас обоих пришьет. Не бойся, показывай. Да вон он стоит возле машины. Во что одет? Ну? Смотри! Да, я с вами согласен. Я Рахматову говорил, что суточный надо выдать сегодня. Напомните ему еще раз. Смотри, не взорвись! Ты словно пушинка. Зина! Ребята, укладывать сначала ящики. Ну что ты смотришь? Зина! Что? Посмотри, чтоб мой рюкзак не забыли! Эй! Эй, ты! Вон он стоит! Пойди возьми у него свои денежки! Люблю я горные вершины. Забыл. Значит, это вы будете нас кормить каждый день борщом и недожаренными котлетами. А я предпочитаю мясо. Нет, я повар первого разряда. А плов ты готовить умеешь? Нет, не умею. Слушай, так ты же без меня совсем пропадешь. Ну что, как зовут твоего старшего сына? Какого сына? Скрывает. Сверкнула сабля раз и два, и покатилась голова. Махмуд, Что случилось? кто-то у тебя посторонний сидит. Слезай, паренек, приехали. Я тебе говорю, тебе кишлак нужен, а мы в горы. Ну ты что, не понимаешь, глухой что ли? Слезай, слезай. Ну что ты, Махмуд, он что тебе не мешает? Пусть едет. А он знает, куда он едет? В чем дело? Что за человек такой? Я ему говорю, слезай, а он не слушает. Сойдите, пожалуйста. Куда вы едете? А ты кто? Начальник геологической партии. Возьми меня на работу. На работу. Да. Могу копать, обед готовить, машину водить. Работы везде много. А я хочу работать у вас. Саид Гафарович. А ты не вмешивайся. Ладно, полезай в машину. Не оглядывайся. Молчи. Раз. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Хасият! 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 Не убегай от меня, Хасият. Я так соскучился. Не убегай, прошу тебя. А ты нам деньги привез? Раш, бери по склону образцы этого гранита. Понятно. Начиная от того камня, прокопаете 200 метров вниз. Ты что в моем шурфе устроился? А ну-ка выметайся. А ты бы меньше по ночам гулял. Опять ты с усами? Ну что мне с тобой делать? Ты же обещал сбрить их. Обещал. Когда? Вчера. Вчера. Раз обещал, значит, должен держать слово. По-моему, только так поступает настоящий мужчина. Ну пойми, Катя, я к ним привык. Привык. И вообще они у тебя дурацкие. Почему дурацкие? Потому что они тебе не идут. Их надо сбрить и больше не отпускать. А когда буду дедушкой? Я с тобой серьезно, а ты все шутишь. Когда молодой человек хорошо относится к девушке, он никогда с ней не спорит. Во всем ей уступает, и только этим может добиться настоящей любви. Слушай, Сафол, где бы закурить достать?
У меня нет, но для тебя достану. А спички? Сейчас будут. Следи за рукой. Пожалуйста. Да, чистая работа. Давай. Все? Нет, нет, еще пригодится. Молибденит должен быть именно здесь, понимаешь? Как ты работаешь? Даже смотреть противно. Что ты за человек? Мы его 3-й год ищем. Неужели ты не можешь понять, что ты нас всех задерживаешь? Этот камень видишь? Вот иди туда. Иди, иди. Иди. И говори оттуда. Что вы тут делаете? Мы же договаривались везти туда, к разлому. А вы куда ведете? Проверим по карте. Пошли. Идем, Ирач. Ребят, кто хочет добавки? Спасибо, Катя. Накормила доста. Нет, а я бы еще немножко съел. Спасибо. Слушай, профессор, ты играть собираешься? А ты не жульничай. Чего? Откуда этот тузик? Говоришь, слепой. Просто я к вечеру устаю быть честным. Я понимаю. А Шур, ужинать будешь? Нет. Не жульничай не стоит. Ребята, раскошеливайтесь. Конец близок. Еще 3. Нет, пожалуй, 4 хода. И черные сдались. Ваша очередь. У меня мелких нет. Ну, Сафол, теперь твоя очередь. Пожалуйста, это от меня. Ого! Ничего себе. Кого ты ограбил? Да нет, это колеса от моего мотоцикла. А это от Кати. Знаешь, гранитом из сухого русла стоит заняться. Говорят, что Ну, а ты я сегодня что говорю? добрый. На контактную пару На не героя? похоже, но приглядеться надо будет. У тебя деньги есть, Ашур? Зачем? А ты не знаешь, что у Кати Сафола свадьба? Пожалуйста. Молод и прекрасен Вебен. Это он приносит утро, и серебряные стрелы сыплет, сумрак прогоняя. По холмам и по долинам. Эй, тоже мне, шутник. Нашел кого дурачить. Вот смотри сюда. Оп. Видел? А теперь ты попробуй. Ха? Давай. Эй, паскудишка. Что ты на меня все смотришь? Слышь? Ты больной? А, не мой. Ну, извини. Зина! Зина! У тебя все готово? Да! Начинай! Сейчас начнем! Пошли, ребята! Ребята, топайте, топайте отсюда! Ираш, хватит стихи сочинять! مبارک شود باز مبارک شود توی مبارک
Внимание, ребята! Я бы сам на ней женился, но у меня 12 детей. Веселей, ребята, веселей! Тише, друзья, тише! У всех налито, все! Сафола я знал еще мальчишкой. Я люблю этого парня, и мне не хочется его отпускать. Я рад за Катю, рад за них обоих. Они будут счастливы. Я в этом уверен, совершенно уверен. Ну, конечно, мне жаль, что в будущем придется работать без этого доброго, верного друга. Ты только послушай, Сейчас, Елена. а ты помнишь моего оппонента с такой рыжей бородой, как он на меня Конечно, тогда а после набросился? защиты он стал целовать тебе ручки, а я завидовал. Мирадж, посмотри. Посуду бьешь. Не шали. Не надо. Петров. 42 копейки. Как тебе не стыдно? Характер у тебя жесткий, в этом все дело. Ой, сколько можно говорить об одном Ну, и том извини. же. Я устала от всего этого. Еще культурный. Бесчувственная ты бородка. Зина, насчет молодости он соврал. Ты не огорчайся, Зина. Не смотри, что я в годах, но я тебя хорошо понимаю. Я тоже рос без родителей. Зинаида. Вот так всегда. Обидно, Зина. Горько. Выпей за мое счастье, Ашур. Ты молодец, Сафол. Я и сам поженился на Кате, но у меня 15 детей. Наконец-то я хорошего мяса поел. Наконец-то. Помню я еще молодой. Сеня, почему ты такой грустный? Да выслушай меня, наконец. Я слушаю, Слава. Говори. Я 9 лет пытаюсь сказать. Спасибо. В нашей жизни, Лена, нет. Ашур, что с тобой происходит? Сидишь мрачнее тучи. Идем танцевать. У тебя не ладится что-нибудь? Нет, у меня все ладится. Все очень хорошо у меня.
Саид Гафарович, вот моя трудовая книжка. Нашлась-таки. А я думал, что у тебя ее никогда не было. Какое совпадение? Я и сам так думал. Спасибо, Зине, она нашла. Назаршо! Иду. У Махмуда что-то с сердцем. Ты ведь шофер. Примешь у него машину? Давай всех на шурфы. Сейчас. Эй, там! Ну что молчишь? Кончайте! Я согласен. Все на участок! Тебе здесь не нравится? Или я ошибаюсь? Мне здесь нравится. Я рад слышать. По-моему, у тебя что-то стряслось. Захочешь, расскажешь. Ты мне надоел, Михайло. Я тебя на цепь посажу, вот тогда ты узнаешь. Доброе утро, Павел Лаврентьевич. Здравствуй, Катюша, здравствуй. Совсем избаловался он, Катюша. Не хочет склад сторожить. Ему бы целый день рыбу в реке ловить. Саид Гафарович, извините, что я проспал сегодня. Но мне приснилось, что я уже выехал в маршрут, а проснулся, никого нет. Прошу тебя, никому не говори, что видел меня здесь. Понимаешь, я хотел просмотреть документы. В нашей экспедиции прячется бандит. Мне надо его поймать. Не веришь? Ашур! 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 Где ты? Я здесь. Немедленно отвяжи животное и садись за баранку. Ладно. Ашур, Здесь 38 рублей. Пошлешь по этому адресу, это моей семье. Надо бы 40. Моргунов, вот он я. Дай 3 рубля. 3 рубля, когда отдашь? Не бойся, отдам. Ашур, на. Так, бритая голова 3 рубля, когда отдаст, не знает. Итого 18. Ашур, ты готов? Павлик, чулки мне не забудь. Хорошо, Зиночка, не забуду. Поехали. Подумай. Да погоди, ты не Рыбаки мешай. Мурманска выловили 40% годового плана. Так, шах и мат. Ты же говорила, не садись. Ксения, а рыба это мясо? Слушай, ты не можешь заткнуться? Могу. Видимо, они хотят выполнить этот план досрочно.
А ну, Михайло, не мешайся! Ну, уйди, уйди! Уходи, говорят! Отпусти! Отпусти, говорю! Ну, брось, ко мне! Молодец, Михайло, молодец! А теперь не мешай, отпусти! Зачем это мы так срочно понадобились начальству? Нетрудно догадаться. До сих пор мы не можем предъявить даже сопутствующие породы. Но мы же не сидим сложа руки. Я не могу ткнуть карандашом на карте прямо в месторождение. Он это знает, он геолог. Геолог, но кабинетный. Ему все представляется гораздо проще. У меня нехорошее предчувствие. Ашур, ты же не молоко везешь, поторопись. Перевал начался, снегу много. А ты что, боишься? Я жду уже 3-й год, Елена Николаевна, что вы поймете простую вещь. В этом районе копать бесполезно. От вас уже сбежали 2 начальника. Дело не в этом. Да поймите же вы, наконец, такие вопросы нельзя решать, сидя в кабинете. Не стоит говорить со мной таким тоном, Елена Николаевна. Мы и так уже почти исчерпали смету. А все ваши капризы. Экспедицию придется снимать. И в ближайшее время. Как ты считаешь, Саид Гафарович? Согласен. Эх, Елена, Елена, я все сделал правильно. Ему нельзя было возражать. Он сразу бы закрыл экспедицию. А так у нас еще есть время, потому что теперь он будет оттягивать решение. Все-таки ответственность. Ты думаешь, я сдался? Но это же тактика. Нет, убедить тебя невозможно. Ты, как всегда, ничего не хочешь слушать. Только в одном ты права. Надо продолжать поиски. А ты уезжаешь. Ашур, отвези Елену Николаевну на базу и, пожалуйста, посади ее в автобус. Но сейчас уже поздно. Она очень торопится. Что случилось, Елена Николаевна? Я уезжаю. Совсем. Ашур, ты устал? Я отвезу. Как хочешь. Слава. Да? Только не гони. И утром заберешь почту. Хорошо. Я сам поеду. Что ж это получается? Так все разъедутся. Три года работы. 3 года работы, и все напрасно. И Гафаров хорош. Согласился возглавить экспедицию и сам же предал ее. Я-то думала, что хорошо его знаю. Он самый обыкновенный трус. Я уеду. Ничего не поделаешь. Все. Опять в дорогу. А я уже здесь привык. Идиотка. Тоже выбрала себе профессию.
случилось, Ашур? До базы бензина не хватит. Но возвращаться еще дальше? Нельзя вам сейчас уезжать. Нехорошо все это. Четыре года. 4. Нет, Ашур. 5-й год. 5-й. Да. 5-й. Я начинаю забывать твое лицо. Уедем со мной, Хасият. Уедем. Нет, Ашур. Я не могу. Люблю я горные вершины, чтоб по траве шуршали шины, и чтобы быстрые машины... Сеня, ты не знаешь рифму на шины? Ой, на машины. Аршины. Елена Николаевна вернулась. Катюша, не почитаешь ли ты нам стихи? С удовольствием, Саид Гафарыч, про миндальное печенье. Хочешь, я объявлю? Ага. Секрет приготовления миндального печенья. Прежде в пену взбей белки, натолки, вместе с сахаром ванили, всыпь туда душистой пыли и миндальным молоком это все залей потом. После легкою рукою замеси миндаль с мукою. И скорее тесто в формочке разлей. И скорей тесто в формочке разлей. И, гордясь своим умением, и дыхание затаят. Вот что, Слава, обследуй русло реки. А ты, Раш, возьми шлиховые пробы. Моргунов, позаботьтесь об аммоните. Слушаюсь. Гера, вчерашние образцы оказались очень интересными. Прошу тебя, просмотри весь восточный берег. Вы отправитесь на свой участок. Конечно. Поехали, товарищи. Ну, пока. Давай. Ну. Послушай, Ашур, что у вас за страна такая? Никак не могу приспособиться. В лагере лето, здесь весна, а выше поднимемся зима. Смех, да и только. Ну, а если нам сейчас 1000 километров ехать? Ты так и молчал всю дорогу? А? Ну и тоска. Ашур! Ашур, стой! Ашурчик, гад, стой, говорю! Слушай-ка, ну расскажи хоть о себе что-нибудь. Чего молчишь? А что говорить? Откуда ты, что за человек?
Между прочим, если эти 2 тонны рванут, от нас не только кусочков, молекул не останется. Понял? Ай, вот ведь жизнь. Едут вместе 2 человека. Погибнут вместе, так и не поговорив. А тем временем они молибденит найдут, и ты знаешь, сколько денег отхватят? Хо-хо. Сюда ведь все за рубликами сбежались. О, за какими? А Елена Николаевна, по-твоему, тоже за деньгами приехала? Так, да? Ну, а как же иначе? Хотя нет, соврал маленько. Она-то приехала сюда на муженька на своего поглядеть. Старая любовь. Гафаров был ее мужем. Годика 2 или 3 как развелись с бедной. Она его бросила. А теперь, наверное, жалеет. Ну да, ну черт с ним со всеми. Давай лучше о себе подумаем. Тут вот недалеко, проехать километров 15. У меня знакомые есть. Кинем им пару ящиков этой взрывчатки. Они с ней на рыбу ходят. Нам такой колым будет. Они за деньгами не постоят, я их знаю. А мы его пополам, а? Ну что смотришь? Может, и половины мало? Так я на 1/3 согласен, пожалуйста. В чем дело? Это я могу. Мне не жалко. Ну, бей, тебе не привыкать. Не зверь я, чтоб бить железкой. Скажи, что тебе от меня надо? Деньги отдай. Какие деньги? А те самые. Ах, вот оно что. А я-то думал, ты за Елену обиделся. А ты просто грабитель. На, бери. Нашел, кого грабить. О, вот еще рубль. Нате. Ну, а мелочь разрешите на курево оставить. Шпан. Здравствуй, Зинаида. Так мы же виделись, Синечка. Зинаида, поздравляю тебя. Желаю здоровья, счастья, много денег, творческих успехов. Спасибо, Сенечка. Сенечка, какой ты сегодня филигранный. И внутренне, и внешне. Чудачка. Зинаида, это тебе на вечную память. Спасибо, Сенечка. Не стоит. Спасибо. Зинаида, я решил, что в наше время книга — это лучший подарок. Я теперь обязательно буду читать. Читай, Зинаида, читай внимательно. Ведь здесь идеи, характер, образы. Сенечка, да. А может быть, мы вместе будем читать? Ну, поживем, увидим. Спасибо, Сенечка. Спасибо. Пожалуйста. Каждый должен будет сказать, что он думает о любви. Ценятся только свои мысли. Это древняя игра таджикских поэтов. Верно, Саид Гафарович? Да, Слава, верно. Я считаю, что это чувство идет не от разума, а только вопреки ему. Биология. Зоология. Да нет, география. Сеня, а ты не мог бы сейчас сказать, что ты любишь меня? Зинаида, оставь эти стыдные разговоры. А я-то думала, что ты... Зачем выносить свои отношения на показ? Не тяни, Сеня. Ну, Сеня, давай. Говори, говори, что же ты? Говори, если есть что сказать. А мы послушаем. Говори, не стесняйся. Это такая вещь. Ах, это вещь. То есть, конечно, не вещь,
Ну, я не люблю навязывать свое мнение, но любовь – это любовь. И поэтому я просто выпью, если можно. Огурчика хочешь? Свеженького. Забери свою книгу. Павел Лаврентьевич, изреките. Смейтесь, Славик, смейтесь. Ну, так уж вышло, что я не смог получить образование. С самого детства, 7 лет. Впрочем, не то. Я не то хотел. Единственное качество, которое я признаю в людях, это доброта. Я предлагаю выпить за доброту. Кто бы говорил. Нехорошо. Не торопись, Сеня. А вот любовь, я так думаю, это самое сильное выражение доброты. Ну вот. Ай да Павел Лаврентьевич. А красиво сказал Павел. Недобрый. Целуй. Целуй. Эх ты, борода. Выпей, Зина. Ага. Теперь ты. С удовольствием. Ага. Ну вот, бритая голова, настал и твой черед. Ну, Гера. Любви все возрасты покорны. Эх, хорошо сказал. Так я и знал. И главное, сам придумал. Хватит. Передай дальше. Эй, Назаршо. А разве я ничего не скажу? Пожалуйста. Хочешь сказать? Бери. Он скажет про любовь. Да нет, я просто хотел пожелать счастья Елене Николаевне. Спасибо, малыш. Эй, Радж. Я не пью. Ну, немножко можно. Спасибо. Это чувство, чем сильнее, тем молчаливее. А чем молчаливее, тем искреннее. А ведь правда. Слава вам, Ака Назаршо. О, спасибо. Что с ним? Вот чаша. Она сделана искусными руками. Проста. Кто ее точил? Только созданная любовью находит дорогу к нашим сердцам. Любовь в начале всего. Семен, прости меня. Взял. О, Елена Николаевна, откуда вы? Издалека. Разрешите, помогу. Да, Елена Николаевна, я для вас новенький журнальчик достал. О, вот за журнальчик, спасибо, Павел Лаврентьевич. В маршрут ходили, Елена Николаевна? Ага.
Это в такой-то дождь. А ведь Саид Гафарович запретил. Да ну ерунда. Это же опасно. А ну-ка взгляните, что я нашла. Что? Молибденит. Ну да. Он, молибденит, точно. Да. Не угадали. Свинцовая руда. Уж теперь-то нас обязательно оставят. Оставят. Молибденит теперь мы тоже найдем. Найдем обязательно. Елена Николаевна, выпейте хоть чайку. Согрейтесь, прошу вас. Ах, как я рад. Сеня, ты вернешься? Верну. Елена Николаевна, какие новости? Остаемся, ребята! Что ж ты не пришел, Сеня? Да вот задержался немножко. Что так? Не мог уйти. Ждал, пока Елена Николаевна свяжется по рации с управлением. В общем, камешек сработал, нас оставляют. Это хорошо. Да, вот что на будущее. Я тебя предупреждаю. Ты перестань Зинке шоколадки давить. Понятно? Почему? Ах, ну да, это же сладко. Я за себя не ручаюсь, Павел Лаврентьевич. Ути, Господи. Так вот имей в виду. Да чего ж напугал? А ты на меня думал? Выходит, ты людей не знаешь. Человеку надо внутрь заглянуть. Ты к Моргунову приглядывался, Павел Лаврентьевич? Он жадный? Жадный. Когда вы пиво пили, 2 гривен, говорит, отдай. К Зинаиде приставал, я это не прощу. Ну и кроме того, здесь все наши давно работают, один он новенький. Думаешь, он? Бугор, дело есть. Павел Лаврентьевич. А? Мне бы лопату сменить. А твоя где? Да черенок полетел. Завтра выходной, после зайдешь. Ладно. Да, Сеня, бугор — это рельеф местности. А ты живого человека так называешь. И потом, что это за пошлая фамильярность? Молодежь. Выдержанный, гад. Видно, не он. Да ты уж мне поверь. Я его насквозь вижу, тертый калач.
А как докажешь? Это он. Если он, то ты его спугнул. Ну и что же? Теперь он побежит, ты его поймаешь. Ай, ну и детектив. Хочешь воды? А мы геологи, мать. По горам гуляем, камушки собираем. Ашур, куда ты так торопишься? Хочешь лимонадик? Спасибо, не хочу. Может, малыш хочет? Ну-ка, ну-ка. Тоже не хочет. Ну ладно, я пойду. Опять на Майдан? Да, посмотрю. Пожалуй, я пойду. Ты что, Ашур, следишь, что ли, за мной? Эй, Сангин, твой мотоцикл куда-то пошел.